Дора Самоиловна Журкова. Родилась в селе Нюрба Нюрбинского улуса в семье улусного писаря. Училась в Нюрбинской начальной школе. После ее окончания продолжила учебу в Вилюйском четырехклассном училище. В 1915 году поступила в женскую гимназию Якутска, где познакомилась с полицильными Емельяном Ярославским, Григорием Орджоникидзе, Григорием Петровским и вступила в подпольный кружок «Юный социал-демократ». После февральской и октябрьской революции 1917 года Дора Журкова – активный участник установления советской власти в Якутии. В 1918 году была членом экспедиционного отряда большевиков в Вилюйский округ. Во время власти Колчака выслана в Иркутск, где продолжила подпольную деятельность. Дора Самоиловна Журкова была одним из активных организаторов женского движения в Якутии по вопросам ликвидации неграмотности, здоровья населения, по созданию ЗАГСа и детских учреждений, жен-отделов, женских делегатских собраний, конференций. Она одна из первых женщин-врачей Якутии. В 1928 году окончила медицинский факультет МГУ, работала директором Якутского медицинского техникума. В 1932 году вернулась в Москву и поступила в аспирантуру Института организации здравоохранения. В связи с эпидемией брюшного тифа была откомандирована в Западный Казахстан. Первым секретарем Западно-Казахстанского обкома партии в те годы работал Максим Кирович Амосов, земляк и боевой соратник Доры Самоиловны. Он оказал эпидемиологической бригаде огромную поддержку, создав все необходимые условия. Летом 1933 года Наркомздрав Республики назначил Дору Самоиловну директором Краевого физиотерапевтического института. За эти годы она была избрана членом бюро Петропавловского горкома ВКПБ, членом президиума облисполкома, депутатом ЦИК Казахской ССР. Из Казахстана она вернулась в Москву только в 1937 году. До начала войны работала врачом в школах города Москвы. С весны 1941 года Дора Самоиловна работала главврачом детского подмосковного санатория. Затем началась Великая Отечественная война, состоялась эвакуация санатория в Кировскую область. В 1950 году Дора Журкова ненадолго вернулась на родину и стала работать в филиале Туберкулезного института Академии медицинских наук СССР. С 1952 года проживала в Москве, где более 10 лет проработала главным врачом костно-туберкулезного детского санатория города Орехово-Зуево. Она была персональным пенсионером союзного значения, кавалером Ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, отличник здравоохранения СССР.